это кучу времени, кучу денег. Увидели способного мальчика, увидели способную девочку, сразу его куда-то поближе. Не то, что в строй его поставили или там в организацию «Наша» записали. Это тоже не обязательно. Просто пусть он будет где-то рядом. И дайте ему, похвалите его. Дайте ему 8 копеек на его первый опыт с какой-нибудь там железкой, я не знаю. И проявите к нему уважение. Скажите ему, что он и есть соль земли. Потому что, что бы мы ни говорили о всеобщем равенстве, а это дело правильное, но движут общество и кормят его, развивают избранные люди. Другое дело, что они могут быть там, из разных слоев общества. И каждый у нас из любой семьи человек должен иметь возможность быть замеченным с высокого уровня. И вот надо добиться этой возможности, чтобы мы находили людей, а найдя их, берегли их. И делали все, чтобы они оставались у нас. Ну как еще? Ну почему нашего способного специалиста, там, прямо со студенческой скамьи, способны разглядеть из Германии, из США, почему мы-то его не видим? Он-то куда потерялся? Почему его не видит российское государство? Почему его не видит местная власть? Не видят крупные российские корпорации? Они проходят мимо него, он им безразличен. А немцы прямо вот, как-то, откуда им там знать? Вдруг вот, там, Ваня Иванов, программист или там, возможно, будет хорошим инженером, хорошим медиком. Тоже, я знаю сам таких людей, которых вычисляли прямо на самых ранних стадиях их карьеры и забирали, и все. Оттуда вернуть уже человека довольно сложно. Почему, мне рассказывал один режиссер, там, в Германии, в той же, уж если я сегодня о ней, есть, как я понимаю, обязательные квоты у каждого оркестра симфонического, их там много, исполнять обязательно современные самые произведения новых, никому неизвестных авторов. Их обязывают их исполнять. И берут людей, собирают способных композиторов со всех стран мира. И сразу им дают заказ. И не важно, что эту музыку, может быть, никто не слушает. И, может быть, этот конкретный человек никогда не станет композитором известным. Может быть, эти деньги будут потрачены этой самой Германией зря. Но они хорошо знают, что из 100 человек, которым они дадут эти гранты, которых они собрали со всего мира, может быть, появится кто-то один, который прославит Германию на весь мир. И дело же здесь не только в деньгах. Потому что если есть новаторский настрой общества, если государство говорит, что я забочусь о талантливых людях, оно это должно делать во всех сферах жизни. Это должно касаться и кинотворчества, и писательской там работы и так далее. Мы должны поощрять дух экспериментаторства. У нас должны быть дерзкие идеи, быть в части, не считаться какой-то дурью и не так, что вот какой-то сумасшедший что-то бегает тут с какими-то бумажками там и так далее. Ну, а наоборот, к этому должно быть приковано максимальное внимание общества. Конечно, много среди идей неверных, много ошибочных, но иначе нельзя найти верные, если не заниматься идеями в целом и не поощрять, я повторяю, дух новаторства в целом. Вот мне кажется, что важно понимать, находить людей, покупать их за границей. Я считаю, надо возвращать наших людей оттуда. Но, естественно, он же не вернется просто так. Ему надо обеспечить необходимые условия. И хотя, может быть, наше общество не так уж комфортно на сегодня, и пройти по улицам Рязани не так же безопасно и спокойно, как по улицам некоторых там западных городов, да. Ну, значит, мы должны это учитывать и компенсировать эту проблему какими-то дополнительными возможностями для этих людей. Пусть возвращаются, пусть работают здесь. И почему мы не приглашаем иностранных преподавателей в наши вузы? Почему мы не приглашаем иностранных инженеров в наши исследовательские учреждения? Почему мы, допуская в России строить заводы по сборке Toyota, скажем, не обязываем эти компании заводить у нас совместные с Россией инженерные центры? Китай это делает. Это никакой не секрет. Если хочешь у них собирать машины или торговать машинами, создай вместе с ними инженерный центр, где вместе будут заниматься и китайцы, и приехавшие из Америки инженеры. Это же очень важно. Потому что нельзя просто передать знания. Надо передавать культуру в целом. А этого можно достичь только путем совместного общения. Я уж не говорю о том, что нет мер по поощрению венчурного предпринимательства, и что крупные компании никто не подталкивает к тому, чтобы они активнее занимались новаторством. Потому что, еще раз повторю, есть такой великий философ английский
Фрэнсис Бэкон, он очень давно, несколько веков назад сказал «knowledge is power», да? Знание – сила, у нас это переводили. На самом деле, если быть более точным, знание – власть. Он открыл глаза западным людям, так считается, на важность знаний и на важность изобретательства. Он призвал соотечественников, я не знаю, как по-английски это звучит, но по-русски очень удачно, не приобретать, а изобретать. Он обратился к английским торговцам с таким призывом, к английскому торговому сословию. Ну, Англия потом изобрела, как мы знаем, и паровую машину, и много сделала по развитию электричества, и математики, и физики, и так далее. И вообще англосаксам очень свойственен очень заземленный прагматический ум. Они предпочитают не отвлеченную философию, а вот такую философию практического знания. Философию, которая привязана к реальным земным задачам. И в этом, повторяю, есть большой гуманизм, потому что если вы не просто предаетесь мечтам о том, как хорошо бы осчастливить все человечество каким-нибудь несложным способом, а если вы, увидев какой-то предмет бытовой, я подчеркиваю, решили его усовершенствовать для удобства человека, для удобства конкретной домохозяйки, для удобства конкретного водителя автомобиля или там члена движения нашего, молодого человека, то вы, усовершенствовав и сделав его более удобным для пользования, более эффективным, вы сделали для людей гораздо более гуманный акт, чем очень многие акции там, прямого действия, чем какие-то волонтерские задачи и так далее. Потому что нет ничего гуманнее, кроме задачи облегчения жизни другим людям и того, чтобы жизнь их становилась более комфортной. Человек, который изобрел кондиционер, я считаю, сделал для человечества гораздо больше, чем 100 тысяч мудрецов, которые говорили о благе добрых дел. Он взял и сделал вещь, которая фантастически изменила комфорт и представление о комфорте для миллионов людей. Вы подумайте, как это важно. И это можно, эти примеры можно просто распространять очень широко. Я уж не говорю о медицине, где совершенно конкретно тратятся огромные усилия человечеством для того, чтобы облегчить страдания людей, чтобы лечить их от болезней. Все это делается тоже очень предметно, потому что сколько бы у нас ни было нацпроектов, мы покупаем иностранное оборудование медицинское. И наши врачи гордятся иностранным оборудованием, показывают нам его с гордостью. Ничего себе достижения. Но это не мы сделали. Ну, купили мы. А если разобраться и всю шелуху убрать, ведро нефти продали, а купили товар высокотехнологичный. Ну, давайте мы хотя бы подумаем. Гораздо престижнее, на мой взгляд, все-таки торговать машинами, приспособлениями, высокими технологиями, новыми подходами, чем сырой нефтью, газом и так далее. Вот, извините, что долго, но я считаю это крайне важным. Если движение на этом этапе развития покажет, во-первых, само, что оно может находить талантливую молодежь, может ее поощрять, удерживать, стимулировать. Повторяю, не обязательно для этого затягивать людей внутрь движения, ведь задача наша с вами шире. Мы должны работать со всеми, не только с теми, кто входит еще по политическим соображениям в наше движение, что тоже важно, и никто политическую задачу не отменял. Не нужно расслабляться, я это уже говорил вам и повторю еще раз. Мы должны быть всегда начеку, и мы всегда должны знать, что политические проблемы могут быть, от них никто не застрахован. Но надо доказать, что мы можем с вами внести вклад в становление инновационной экономики. Скажу сразу, это дело очень долгое. Опять же, крайне меня смущает то, что всем кажется, что вот надо захотеть, взять бюджетные деньги, вложить их куда-то, и тут же закипит у нас инновационная. Это не так. Инновационная экономика, я повторю, это критическая масса людей, новаторски настроенных, которые еще умеют свои идеи конвертировать в конкретный продукт, который еще к тому же пользуется коммерческим успехом. Чтобы выстроить такую модель, нам нужно вырастить буквально новое поколение людей, которые по-другому на все это смотрят, которые не как сейчас сидит ученый и говорит, я тут такого наизобретал, только продавать некому. Ну и что, ну кто, надо что, сочувствовать, прыгать вокруг такого ученого, вытирать ему сопли. Да нет, если есть научное учреждение, пусть оно учится торговать своими изобретениями. А кто будет за них это делать? Государство, что ли? Ну это, или кто? А значит, нужны менеджеры, которые умеют научные знания продавать, которые умеют технические, инженерные знания продавать. Нужно все это замыкать в какие-то единые цепочки. Я считаю, что если сейчас начать,
то мы получим первые всходы так называемой инновационной экономики, может быть, в какой-то части лет через 10 только. Потому что подрастут те люди, которые уже будут ориентированы и которые будут вести себя как люди нового типа, как новаторы. Вот поэтому давайте начнем. И из вас еще многие имеют шанс попасть в этот слой людей, но еще больше имеют шансов заложить основы для будущего, потому что сегодняшние студенты это и есть те, с которыми можно создать общество нового типа. Я повторяю, это должно быть общество нового типа, это должно быть общество, пронизанное гуманистическим духом и духом инноваций, и при этом гордое и самолюбивое. Мы должны быть очень честолюбивы, мы должны при этом не терять голову, а очень трезво понимать, как всех обыграть и как стать умнее других. Я считаю, такой задаче движение на новом этапе должно себя посвятить, и именно такая задача, но другими, конечно, словами, формулировалась и продолжает формулироваться, и будет реализоваться и президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и Владимиром Владимировичем Путиным, нашим премьер-министром. Приглашаю вас к этой работе, готов здесь вам помогать, как всегда. Спасибо. Уважаемые друзья, возможно, у кого-то есть вопросы. Будет хорошо, да, если эти вопросы будут посвящены той теме, которая обсуждалась. Ничего страшного не будет, если это будут вопросы на любую другую тему. Это зачем ты это сказал? Ну, все-таки это определенно мягкая форма. Владислав Юрьевич, вы будете выбирать? Я вопросы должен? Нет, выбирать. Нет, вы сами решите. Хорошо. Пожалуйста. Кудря Надежда, молодежная школа предпринимательства. Наверняка вы знаете, что существуют фабрики мысли. И хотелось бы знать, то есть это центры, где интегрируются все знания и дальнейшее помогает правительству в осуществлении своих целей. Так вот, насколько такие фабрики мысли будут зависеть от политической конъюнктуры в стране? И будете ли вы поддерживать такие фабрики мысли, если их будут организовывать студенты? Фабрика мысли такой довольно универсальный термин, он касается очень многих вещей, там действительно в том числе и в политологии употребляется. Ну, конечно, мы готовы это поддерживать, потому что это один из элементов того самого новаторства, которое можно таким образом развивать. Я не очень понимаю вопрос, связан ли это с конъюнктурой политической, в каком смысле он задан. А смотря на какую тему, ведь фабрики мысли могут быть на достаточно разные темы. И я думаю, что могут быть такие группы и такие кружки для обсуждения, где обсуждаются и политические, и прям политические вопросы, а могут быть и самые разные. Поэтому поддерживать это, безусловно, нужно. И чем их больше, я считаю, тем все-таки лучше. Но мне кажется, мы должны при этом не забывать, что у них на выходе все-таки должен быть где-то там виден конкретный конечный продукт. Потому что самое худшее, если наша борьба за инновационную экономику превратится в серию бесконечных и бессмысленных дискуссий. Вот понимаете, это тоже дискуссии необходимы, но они должны иметь в виду конечный результат. Они должны к чему-то приводить. И по ходу этих дискуссий должны возникать идеи, которые конвертируются в что-то общественно полезное. Спасибо. Здравствуйте, Сергей Марданов, проект «Кадры для модернизации страны», город Москва. Владислав Юрьевич, вот у нас в стране, как грибы после дождя, стали расти федеральные вузы. Уже многие созданы, еще создаются. Даже тот вуз, в котором учились вы и в котором сейчас учусь я, Московский институт стали и сплавов, тоже собирается стать федеральным технологическим университетом. Но вот вопрос, достигнут ли они того уровня, которого сейчас указывается, и станут ли они действительно теми площадками стартовой возможности для инженеров, для людей, которые генерируют новые идеи, которые создают новые проекты, новые технологии и в будущем будут вести новый бизнес? Спасибо.
если мы с вами будем хотеть, то да, конечно, станут. Это вопрос, я с таким же успехом могу задать и вам. Потому что на самом деле я считаю, что в обществе должна возникнуть, еще раз говорю, критическая масса людей, да, желающих такого рода перемен, о которых вы говорите. И если мы будем с вами об этом постоянно говорить и обращать на это внимание, то, безусловно, я думаю, и Институт стали и сплавов, это на самом деле весьма сильный вуз, да, он способен встать на такой уровень. Но, конечно, я считаю, что для вуза все-таки делается по-прежнему очень мало. Мне приходилось в своих лекциях приводить примеры, когда, скажем, если о технических вузах говорить, потому что это очень важно, на самом деле, у нас даже нет оборудования современного, где молодые люди могли бы знать, на каком уровне техника находится сегодня. Я уж не говорю о завтрашнем дне. Этого-то нет. Поэтому здесь много еще нужно сделать. Но потенциальная возможность у нас, конечно, есть. Спасибо. Владислав Юрьевич, здравствуйте. Меня зовут Люция, проект «Сталь». И у меня к вам вопрос. Как государство понимает термин «человеческий капитал» и все ли в государстве это понимают? Знаете, я не думаю, что существует какая-то государственное, согласованное на всех уровнях определение человеческого капитала. Это все-таки термин, взятый там из различных экономических и политических доктрин. Но я скажу то, что я уже говорил, как я, например, понимаю, что такое человеческий капитал. И я считаю, что человеческий интеллект, может быть, я здесь немножко переоцениваю его, но мне кажется, в нашем случае не греха переоценить. Это главное, что нужно иметь. Да, это главный природный ресурс. Вот у нас, когда мы говорим о природных ресурсах России, мы о чем говорим? О нефти, о газе, о лесе, там, о воде даже пресной, что тоже правильно. Но мы забываем, что мозги людям мы даны тоже от природы. И я вообще считаю, что это главный ресурс, который есть в любой стране, это интеллектуальные возможности членов общества, в котором мы живем. И развивать этот капитал нужно именно потому, что если вы умный человек, то вы сможете быть сильнее и богаче других, даже если у вас при этом ничего нет. А если вы тупой человек, то даже если вы живете на огромном море нефти, и у вас прямо из-под вас валит газ страшным потоком, но вас обязательно обманут, вас обязательно загонят в самую третьесортную резервацию, и вы будете как дикарь сидеть с бусами и дурным голосом хохотать, а другие люди будут обогащаться на вашем ресурсе. Поэтому я вот так просто понимаю, я считаю, если человек умный, у него все получится. Поэтому обнаружение и концентрация умных людей на важных участках государственного строительства и экономической жизни – это главная задача государства. А чтобы этому человеку было комфортно, мы должны развивать этот человеческий капитал, чтобы у него была хорошая медицина, чтобы у него был доступ к хорошему образованию, чтобы он чувствовал себя